Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Защита прав и интересов трудящихся. Мы всегда вместе работаем, встречаемся, совместно решаем вопросы. Наш профсоюз уже состоялся на выборах, показали президентских, и как они работают как единое целое. Рамзан Кадыров встретился с председателем независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Женские инициативы «Время действовать». Свыше 20 регионов страны объединились на Всероссийском форуме «Женские инициативы. Время действовать». В Грозном проходит Всероссийский женский форум под эгидой Года семьи. Саба Месидо. Выиграли какой-то бешеный конкурс, выбрали 13 спектаклей из всей России, поэтому хотелось бы не разочаровать. В Грозном продолжается цикл спектаклей в рамках фестиваля «Федерация». В Грозном состоялась рабочая встреча Рамзана Кадырова с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Стороны обсудили актуальные вопросы развития профсоюзного движения, выработки совместной стратегии для повышения эффективности работы организаций в регионах. Подробнее о ходе встречи в сюжете Бекхана Магомадова. Рамзан Кадыров встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Такие встречи носят уже традиционный характер. Михаил Викторович поблагодарил Рамзана Кадырова за постоянную поддержку и высоко оценил деятельность Федерации профсоюзов Республики и, в частности, председателя Хусейна Салтыгиреева. В своей речи он отметил, что в республике решают проблемы занятости населения. Также защищаются права и интересы трудящихся. У нас, Рамзан Ахматович, сегодня в Грозном большое событие, по крайней мере, в нашей профсоюзной среде, но я думаю, что и в республике тоже. Да. Нашему другу и брату 60 лет. 60 лет и 100 лет, да. Да, 100 лет это еще впереди. 60 это всего 2/3, так что у него впереди расти и расти, работать и работать. Но я хочу сказать, что Хусейн Гиланович, он авторитетнейший человек вообще во всех профсоюзах России. От Камчатки до центральных областей, до Калининграда, потому что человек принципиальный, человек честный, человек, на которого многие ориентируются, потому что он всегда выступает за дело, за победу в тех делах, которыми он занимается. Поэтому, конечно, не только он один в республике, человек крепкий, устойчивый, который борется за победу. Но прежде всего вы, как руководитель, вы вот такую школу воспитали, или таких людей воспитали, что все, конечно, берут пример с вас. И мы высоко ценим и вклад Хусейна Гилановича, и самое главное, ваш вклад в нашу общую жизнь, в наше общее дело. И поэтому всегда желаем процветания и благополучия Чеченской Республики, как и всей стране. Потому что наша-то задача так, чтобы все люди достойно работали, достойное рабочее место было, чтобы достойную заработную плату получали. И не было опасных факторов на производстве. К сожалению, сейчас для наших ряда просто работников, те, которые вот близко к Украине, на рабочем месте есть факторы риска, гибнут люди, и медики, и работники ЖКХ, и электрики, которые восстанавливают там, и газовики. Поэтому на сегодняшний день наша общая задача, конечно, как можно скорее с этими террористами и как вы говорите, с шайтанами закончить. Но со своей стороны мы, конечно, оказываем не только гуманитарную помощь, но и партию бронежилетов отправляем именно для защиты. На фронт ребятам это само собой. Так сказать, это не только мы делаем. А мы сейчас специальные партии отправляем для работников вот этих дежурных бригад, которые устраняют там разрушения, устраняют там, и выполняют свои функции, но подвергаются риску. Вот.
работать. Поэтому это наша общая задача, общая цель. И я уверен, что мы с этим справимся все вместе. Рамзан Ахматович выразил благодарность Михаилу Викторовичу и отметил, что все вопросы профсоюза решаются совместно и на высшем уровне. Мы всегда вместе работаем, встречаемся, совместно решаем вопросы. Наш профсоюз уже состоялся на выборах, показали президентских, уже как они работают как единое целое. 139 тысяч членов профсоюза, действительно, как вы сказали, руководитель авторитетный человек, и мы готовы дальше взаимодействовать, помогать, содействовать. Для него, для любой кабинет, дверь открыть. Он со всеми добрых, хороших, дружеских отношениях, поэтому у него в республике никаких абсолютно проблем не существует. Работать, служить для государства, для народа – главная задача. А вам большое спасибо за теплые слова, за поддержку, за понимание. Мы со своей стороны постараемся быть хорошими помощниками. В свою очередь, Хусейн Салтагиреев, председатель Совета профсоюзов Чеченской Республики, и Галас Таймасханов, руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики, подчеркнули неоценимый вклад Рамзана Кадырова в развитие организации и активное участие профсоюзов в общественно-политических мероприятиях и всяческую поддержку курса президента России. Все, чего мы достигли, конечно, там с вашей поддержкой в республике у нас не только нет никаких проблем. Все, что там нам необходимо, чтобы мы успешно функционировали, Рамзан Ахматович с большим запасом все сделал. И даже в этом году мы обратились там, в связи с тем, что 100 лет Федерации профсоюзов, что нет такого праздника, День профсоюзного работника и активиста. Обратились, Рамзан Ахматович подписал указ, и учрежден этот праздник в этом году впервые. И, конечно же, Рамзан Ахматович говорит, что у меня со всеми хорошие отношения, потому что они понимают, что глава республики, герой России Рамзан Ахматович – это наш национальный лидер, он поддерживает нас, и поэтому со всеми хорошими отношениями, никаких проблем нет, и дальше, конечно, будем работать в интересах трудящихся, в интересах нашей республики и страны в целом. Ну, это самое я хочу добавить просто, безусловно. Рамзан Ахматович, вы поддерживаете и словом, и делом, самое главное, отношения. И ценит это и Хусейн, и мы ценим, и я лично ценю. Вы правильно сказали, что мы много раз с вами встречались в различных ситуациях, и в хороших, и в плохих. Но вот ваше такое отношение – это сигнал. Сигнал всем. И вот спасибо за это. А то, что праздник такой, и этот день памятный, значит, сегодня обозначен в республике, это пример другим. Немногие регионы, сейчас вот некоторые такие решения приняли, но немногие. Но я всегда говорю, у нас в всероссийском масштабе День профсоюзов – это 1 мая. И я помните, когда восстанавливали, да, и 1 мая проходили. 2006 год, как раз резиденция Гудермесе. Гудермесе, да. Так что, да. Когда вы за 2 недели до 1 мая сказали, Гудермес будет город без следов войны. 2 недели оставалось, там еще дела было очень много. Я, конечно, покивал, но, честно говоря, так с опаской отнесся к вашим словам. А действительно, через 2 недели все без следов войны Гудермес был. Я хочу подчеркнуть, что наши профсоюзы очень активно участвуют во всех общественно-политических мероприятиях, поддерживают курс президента, и тем более ваша поддержка им необходима, она чувствуется, поэтому наша профсоюзная организация состоялась, и мы чувствуем взаимодействие, и во всех, я еще раз подчеркивал, общественно-политических мероприятиях очень активное участие принимают члены профсоюза и сама профсоюзная организация. Поэтому взаимодействие у нас, конечно, с вашего позволения идет на хорошем таком тренде, идет вектор, у нас движение вперед идет последние годы особенно.
Рамзан Ахматович, но мы и дальше нуждаемся в вашей поддержке. Нам и дальше нужны на годы, десятилетия вперед ваша поддержка, поэтому в том числе и не забывайте. Это, как всегда, взаимно, и поддержка с вашей стороны. Более того, организация растет. Вот 139 тысяч сегодня, я уверен, что будет и 140-150 скоро. Да, поэтому растет, а поддержка не бывает односторонней. Завершая встречу, Михаил Викторович вручил юбилейную памятную медаль Федерации профсоюзов России Рамзану Кадырову, юбилейную медаль организации регионального уровня за номером 1 главе республики вручил председатель профсоюза республики Хусейн Салтыгереев. Я хочу от имени ФНПР вам вручить нашу медаль «30 лет ФНПР». Спасибо. Рамзан Ахматович, в связи с тем, что нашей федерации 100 лет в этом году, мы тоже выпустили медаль. Эту медаль мы никому не вручали. Ждали удобного момента вручить вам, первым, под номер 1. С вашего позволения, вам хотел бы вручить. Спасибо. Здесь же Рамзан Кадыров наградил Хусейна Салтыгереева медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Указом главы Чеченской Республики за активное участие в общественно-политической жизни российского общества, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Салтыгереев Хусейн Гиланович, председатель Республиканского союза Федерации профсоюзов Чеченской Республики. Такие встречи – еще одно доказательство того, что глава региона на постоянной основе обсуждает и решает любые возникшие вопросы со всеми общественными организациями, и это является одним из факторов развития и роста профсоюзов. Бекхан Магомадов, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Легенда российского кинематографа Никита Михалков прибыл сегодня в Грозно со своим спектаклем «12 по мотивам одноименного фильма». Гостя принял лично Рамзан Кадыров. О чем была непринужденная беседа Никиты Сергеевича и главы Чеченской Республики, узнаем из сюжета моего коллеги Рамзана Абуева. Встреча Рамзана Кадырова с Никитой Михалковым, председателем правления Союза кинематографистов России, началась с обсуждения его плодотворной творческой деятельности. Он принял участие в создании более чем 100 фильмов. Режиссер также выразил признательность за приглашение. Во встрече принимает участие руководитель администрации главы правительства и вице-премьер. Фильм хороший, говорит он, но первая часть такой, говорит. Если он первую часть меня не убьет, то нормально. Понимаешь, первая часть, там все негодяи хотят мальчика посадить. И идет борьба. Если не досмотреть до второй части, то может быть вообще нехорошо, что Михалков привел в Чечню. Да, я говорю, у нас другие взгляды, мы все любим этот фильм, я говорю, и мы с удовольствием досмотрим до второй части, смеялись долго. А помните, мы показывали картину Владимиру Владимировичу, и вы были. Да. И мы сидели рядом, и я слышу, Рамзан Ахматович говорит, это про меня, это все про меня. Помнишь? Это все про меня. Так тихо шепчет, я думаю, Господи, слава Богу, хорошо это или плохо? Ну, спасибо огромное, что пригласили, и я думаю, что это очень важно, потому что проблемы все остались. И это история, которая в ней найдет и тот, кто сидит в директорской ложе, и тот, кто на галерке сидит. Разговор о том, насколько мы готовы свое время тратить на другого человека. Это проблема мира, и это проблема мира. Мы в спектакль смотрят просто из Хабаровска в Владивосток приезжали люди, чтобы посмотреть спектакль. Поэтому я так рад, что мы здесь. Я очень надеюсь, что досмотрят до конца. За это адрес у нас Гал Султанович, досмотрели. Я сегодня рассказал на встрече, как я решил для себя проблему с исламом. Это очень было для меня показательно, прям до слез. Я был на Волге,
Меня пригласили в татарскую деревню на праздник Навруз-Байрам. Вот я приехал, ну, в русский пейзаж, слушай, Волга, рожь, пшеница, березовые леса. Ну, там праздник идет, значит, национальная кухня, там то, скачки, борьба. И стоит мечеть. Для нас наша мечеть это белое солнце пустыни. Должна быть пустыня, песок и так далее. А она стоит в березовой роще. Я говорю, скажите, это вот мечеть. Он говорит, находите посмотреть. Я говорю, с удовольствием. Мы идем, пока мечеть прекрасная, удобная, вся такая. Я говорю, давно построили? Мы поднимаемся на, значит, минарет. Пейзаж оттуда, ну просто левитан, ну вот Репин, ну русский-прирусский, Волга, эти колосья, березы. Я говорю, давно стоит мечеть? Они говорят, 7 лет построили. Я говорю, а сколько живут тут люди, которые эту мечеть должны были, куда должны ходить? Он говорит, 900 лет. И я понял, что те, кто ходит в эту мечеть, этот мой пейзаж будут защищать с автоматом, как и я. Это их родное. И у меня все вопросы кончились, все вопросы были сняты. И тогда я точно понял, что мы намного ближе к исламу, православию, христианству, нежели католики, которые предали свою веру. Поэтому для меня это... Рамзан Кадыров дал высокую оценку авторской программе Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». Каждый выпуск – это интеллектуальное путешествие, в котором ведущий затрагивает широкий спектр тем, начиная от текущих социальных и политических проблем и заканчивая философскими размышлениями о человеческой жизни. Мы смотрим за вашими передачами, очень такие доходчивые, там, правильные такие. Прям много берешь хорошего там для всего и вся там, да. Это важно. Да. Это важно. Это для меня очень дорого. Главное, молодежь смотрит, что да. Важно очень. 12 миллионов зрителей, слушай. Говорящий пенсионер, слушай, где-то. Но, что принципиально, ни одной копейки ни с канала, ни с государства, все за свой счет. И ни одной минуты рекламы. Поэтому так вот мне сделать никто не может. Что, значит, это убери, это поставь, извини. Как есть, так. Или вы мне верите, или мне не верите. Пресс-секретарь главы республики Илиман Вахидов задал режиссеру вопрос об интересных фактах, возникших при отборе актеров для массовых сцен в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», вышедшем в 1974 году в жанре вестерн. Рамзан Ахматович, Никита Сергеевич, а можно вопрос, Рамзан Ахматович? Никита Сергеевич. Да, конечно. В интернете гуляют такие легенды про фильм, который снимали вы в Чечне, «Свой среди чужих». Там говорят, что были такие случаи, когда вплоть не дошло до высокого руководства в Москве и хотели даже возбудить дело о взяточничестве. Когда набирали массовку среди местных чеченцев... Не то, что в Москве, это меня чуть под суд не отдали. Я уже закончил картину, уже она вышла. И вдруг я получаю повестки в суд. Что такое? У меня был администратор Шварц. Значит, набирали массовку. Объявление, массовка, сниматься с лошадью 10 рублей, без лошади 5. Им должны платить. А они понесли все свои десятки, пятерки. И все чисто. Номер паспорта, ведомость. Они сдают деньги, расписываются. Тот забирает эти деньги. Плюс к тому еще фонд заработной платы. Короче, все прошло тихо. А человек подал в суд, говорит, я 70 рублей заплатил, меня в кино нет. Он увидел кино, я ему вырезал. Я говорю, какие 70 рублей? Говорит, как 70 рублей я платил? Я 7 дней снимался, 70 рублей заплатил. Кто это был? Говорит, да я заплатил. И говорит, и все вы платили. Но Шварц уже был в Израиле. Я же играл главаря банды, мы набираем банду. Значит, набрали массовку, выстроили всех, и говорим, так, первый, второй. Первый шаг вперед, все шаг вперед. Говорит, так, вы будете грабить поезд, а вы будете в поезде. Все, кто стоял в поезде, говорит, все встали в первый, говорит, чтобы меня грабили в поезде, я сам буду грабить. Вы за кого меня держите, чтобы я... Я говорю, где мне массовку брать? Никто не хочет ограбленным быть. Но это были счастливые дни, потому что меня сюда послал
Махмуд Асамбаев. Я служил на флоте, на Дальнем Востоке. Он приехал с гастролями. Он узнал, что это. А он дружил с папой. Он меня пригласил в ресторан. Я матрос, 3,50 в месяц зарплата. Он мне за Жеменю денег дал каких-то, ну, господи, как их потом, чтобы не избили из-за этих денег. И он говорит, я ему говорю, что хочу снимать картину. Он говорит, только в Чечне. Я говорю, почему? Он говорит, нигде нет столько 100 солнечных дней, сколько в Чечне. И я приехал сюда. Я приехал сюда, как раз отец мой был типографом. Ну, я должен сказать, я неделю был вынужден получать удовольствие от приемов. Принимая в каждом доме, в каждой деревне сразу той же стол накрыт. Одну минуточку, все, уже шашлык. Я говорю, мне снимать надо, мне надо выбор натуры. Подождите, это очень хорошее место. Опять куда-то поехали. Но это были счастливые дни, поэтому там Очхой Мардановский район, Урус Мардановский район, это все мои родные места. Это родина моего кинематографа, понимаете? Отсюда пошел все мое кино, вся моя группа. По завершении встречи Никита Михалков был награжден указом главы Чеченской Республики за его выдающиеся достижения в области культуры и искусства, которые получили широкое признание и известность. Присваивается почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики» Михалкову Никите Сергеевичу, российскому кинорежиссеру, общественному деятелю. Спасибо, дорогой. Будет Капелькин. Спасибо, дорогой. У меня тоже есть подарочек. Он такой простой совсем. Это ручка, казалось бы. Называется она Бесогон. Ну, всего ничего особенного. Но тут 50 лучших программ Бесогона. О, это вообще. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Спасибо. Это вообще. Приезд режиссера в республику не случайен. Он будет ставить спектакль в Грозном под названием «12 разгневанных мужчин». Именно с этой пьесы началась режиссерская карьера Никиты Михалкова. 40 лет назад он поставил по ней дипломный спектакль. В 2007 году получил премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Спектакль «12» представят в рамках Всероссийского фестиваля театров. Это одна из немногих постановок, в которой диалоги актеров на русском. Хотя многие другие спектакли идут на национальных языках, и слова актеров могут быть непонятны без прослушивания синхронного перевода. А в наушниках эмоции все равно воспринимаются ясно и безошибочно. Рамзан Абуев, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи Кишиева состоялась церемония вручения диплома выпускникам вуза. Документ об окончании высшего учебного заведения в этом году получили 72 человека. Торжественное мероприятие посетили официальные лица, известные богословы и религиозные деятели региона. Медина Мударова продолжит. В 2024 году Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, отмечает 15-летний юбилей. В связи с этим в учреждении с 11 по 13 сентября проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Роль религиозных образовательных организаций в укреплении российских духовно-нравственных ценностей, культуры и традиционной исторической памяти». В ее рамках также состоялось вручение аттестатов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Как и любое богоугодное дело, мероприятие началось с чтения Священного Корана. Российский исламский университет имени Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, распахнул свои двери ровно 15 лет назад. Учебное заведение является одним из самых престижных в стране. Здесь желающие могут углубленно изучать шариатские науки, ранее доступ к религиозному образованию был под запретом. Создать исламский вуз в столице было заветным желанием первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выступая перед выпускниками, ректор учреждения Абдурахим Хаджи Мутушев подчеркнул, что знания, полученные в университете, должны пойти на пользу не только прошедшим обучению, но и передавать другим. شيء كيرتاحة شيء تيبناحة شيء يرتاحة مخكاحة خين بوش بوش بوسر ناغن بيدي خليته نيس خين دوش تقوم تساك دعالة
ويديش قدا إما خلن خندوش دولار وي مصاب ديننا شريعته طريقته وي أستاذي نيقشة إيش لردشة إيش عالش دشة ويقرأ اللي دائم مخل رات إن بولنيقة لربة شخنا وشتي خير داشتي بوخشة وقاهقنا. На мероприятие прибыли официальные лица. Руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов зачитал приветственное письмо от руководителя субъекта. В нем Рамзан Кадыров поздравил выпускников и отметил хорошие результаты духовно-нравственного воспитания молодежи. Сегодня мы чествуем наших выпускников. Воистину это большое событие. Студенты, окончившие университет имени святого устаза, великого авлия шейха Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, который был духовным лидером, наставником мусульман, должны следовать заветам устаза, быть образцом для подражания во всех аспектах духовного образования. Мне особенно приятно, что университет добивается хороших результатов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Благодаря своим глубоким познаниям в теологии выпускники РИУ востребованы и в других регионах Российской Федерации. По поручению Рамзана Ахматовича от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова передали ключи от нового автомобиля Абдурахиму Хаджи Мутушеву. По инициативе главы Чеченской Республики от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова вручаются ключи от автомобиля Мутушеву Абдурахиму Абдулмежидовичу, ректору Российского исламского университета. Приступили к долгожданной церемонии вручения аттестатов. Стоит отметить, что в этот день чествуют уже 11-й выпуск дневного отделения и 2-й очно-заочного. Общая численность 72 человека, в их числе 13 девушек и 21 выпускник. Для вручения дипломов приглашаются выпускники и отличники. Асаев Абубакар Маусурович. Асламбеков Абубакар Валидович. Министр образования и науки Чеченской Республики Хожбау Дедаев отметил, что в школах республики идет огромная работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. по духовно-нравственному воспитанию Общее число выпускников за 11 лет достигло 618 человек, из них 140 девушек. Более 70% бывших студентов уже трудоустроены. Они работают имамами и их заместителями в мечетях республики, педагогами, преподавателями в мадресе и в образовательных исламских центрах. Некоторые хотят остаться в университете, только уже в качестве преподавателей. Один из них – Магомед Дани Мухданов. Он отучился в учреждении 7 лет. Преподавал в мадресе 10 лет, на данный момент является его директором. Он приложил немало усилий, чтобы оказаться сегодня здесь с красным дипломом в руках. علم أيلسن دول أعداء خرساني عام دينك تعدو أعداء ميل حيوخ تحقيق متخاطر ديدو حيق يا تعهم أبيسني ديدو حيق يهم بعندولشة ألسن قحيق حيخر خوشو خوشو عدك دوق نعمة توس حيخر خويبو تخا وجري سن تخا داي سن تكون داخل تكون دول ديش تون ناقصل يشع ناقصل ديش تون تقيا جات وقيت ديش تون وجر حال غلق عام ديش مصو ديك بالش قدنيا جات خدايش ناش عامين شو ديها Позади года упорной учебы своими знаниями выпускники будут приносить огромную пользу для развития ислама в регионе и всего общества в целом. Теперь с дипломом в руках об исламском образовании перед уже бывшими студентами открылись новые горизонты и возможности в области религии. Они могут получить работу в школах мадресе и даже в самом вузе и поделиться своими знаниями уже с подрастающим поколением. Медина Мударова, Маусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Женские инициативы «Время действовать». Название Всероссийского форума говорит само за себя. Представительница прекрасной половины человечества с различных субъектов России делится своей формулой успеха. Деловая программа охватывает широкий круг актуальных вопросов, волнующих женское общество. Сегодня на 6 дискуссионных площадках состоялось обсуждение важнейших тем: народосбережение, сохранение духовно-нравственных ценностей, культурное и национальное многообразие страны, современные тренды общественного здоровья, а также развитие женских
женской предпринимательской инициативы. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Свыше 20 регионов страны объединились на Всероссийском форуме «Женские инициативы. Время действовать». Женщины из разных сфер деятельности, бизнеса, науки, образования, культуры и общественной жизни собрались в Грозном, чтобы обсудить важнейшие вопросы, стоящие перед страной. Уважаемые организаторы, я вам хочу передать привет от женщин солнечного Ставрополья и сказать, что этот форум, который нас сегодня объединил, это уникальное событие. Спасибо огромное, Екатерина Филипповна, за стартап наших нравственных инициатив. Вот то, что мы услышали, мы, наверное, больше нигде не увидим и не услышим. Невозможно пожать руку, которая сжата в кулак. А мы все в объятиях, в атмосфере любви, гостеприимства. Спасибо огромное чеченскому народу и каждой женщине за ту изюминку, которую она внесла в этот форум. Ну а я, пользуясь случаем, хочу передать привет от лидеров женского движения Ставрополья Татьяны Арсентьевны Чумаковой. Уникальная женщина-политик, которую свою жизнь посвятила служению людям. Она основала и гостеприимно открывает двери санатория Пятигорский Нарзан для всех, кто нуждается в ее помощи. Да, она берегиня не только Ставрополья, Северного Кавказа и России. Дорогие, будьте счастливы, кавказского вам долголетия, сибирского здоровья. Пусть вас хватает на все проекты. Неправда, что женщины слабый пол. Слабый пол – это сырые доски. Мы мягкая сила, которым всем по плечу. Все по плечу, мы все сможем сделать. Всего вам доброго. Спасибо. На сегодняшний день в регионе уделяется огромное внимание прекрасной половине человечества. В целях усиления роли женщин в жизни общества в регионе проводят ряд мероприятий. Сатита Уциева отметила, что Рамзан Кадыров особенно трепетно относится к положению женщин не только в республике, но и в стране в целом. Я хочу, раз мы говорим женщины, мужчины, сказать и подчеркнуть одно. Это все равно нужно сказать. Вот в лице женщин России у Рамзана Ахматовича, он самый настоящий патриот не только чеченского народа, но и всего Отечества. Поэтому в лице женщин России у него не мягкая сила, как принято говорить, а мощная сила. Поэтому вот мы все благодарны тому, что вот мы имеем вот такую возможность подчеркивать роль женщины в обществе. Сегодня женщины – это не только заботливые мамы и верные жены, но и активные участницы общественной и политической жизни. Именно поэтому проведение подобных мероприятий становится значимыми событиями, где представительницы прекрасного пола обсуждают актуальные темы, связанные с различными аспектами жизни. Что мы сегодня живем в непростое время, и все нападки недружественных нам стран направлены именно на разрушение института семьи, как основы и фундамента мироустройства и жизни человека. В рамках форума на пленарном заседании прошла церемония награждения грамотой и памятью медалью Союза женщин России. Награды были вручены заслуженным журналистам, общественным деятелям и другим выдающимся личностям, внесшим значительный вклад в развитие общества. Среди отмеченных была директор ГТРК «Войнах» Рузана Веселаева. После презентации докладов форум разделился на 6 дискуссионных площадок, каждая из которых была посвящена определенной теме, актуальной для современного общества. На тему «Женская повестка в СМИ и медиапространстве» представила свой доклад сотрудник ГТРК «Войнах» Амина Тупилагова, отметив тенденцию того, что главными героями огромного количества материала становятся именно женщины. Чеченские женщины, несмотря на существующие стереотипы, могут реализовать себя в абсолютно разных направлениях. Если говорить о необычных профессиях, то среди чеченок есть женщина-крановщик, парашютистка, пилот и даже обладательница лавандовой фирмы. Важно отметить, что форум организован по инициативе первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Министерства Чеченской Республики Хадижи Кадыровой совместно с региональным отделением Союза женщин России и Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям и печати информации при поддержке общероссийской общественно-государственной организации Союз женщин России. Также для участников в рамках мероприятия подготовлены экскурсии по достопримечательностям республики. Участники отметили высокий уровень организации мероприятий
мероприятия. Впечатление, конечно, ошеломляющее. Об уровне этого форума говорят присутствие первых лиц государства и республики, их отношение к женщине, что особенно важно в год семьи. Ну и, безусловно, покоряет гостеприимство, радушие чеченского народа. Уникальный город Грозный с его архитектурой больше мы пока не видели. А вот это как раз и показывает трудолюбие его народа, его семейные традиции, его духовность. Поэтому этот форум необыкновенный, наполнен колоритом чеченского народа. Искренне благодарна организаторам форума и думаю, каждый из нас уедет обогащенный, полный впечатлениями и, конечно, захочет сюда вернуться. В последнее время в нашей стране все больше внимания уделяется укреплению межрегиональных связей, обмену опытом и инициативами между регионами. Одним из ярких примеров такого сотрудничества стал Всероссийский форум «Женские инициативы. Время двигаться дальше». Аида Магомаева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошла конференция «Культурный фронт России». Заседание возглавил председатель общественного движения «Народный артист России», депутат Государственной Думы Николай Бурляев. В своем выступлении он подчеркнул важность объединения усилий региона в деле сохранения и поддержки духовных и культурных ценностей страны. Подробнее о ходе встречи в своем сюжете расскажет Турпал Али Тайсумов. Культурный фронт России – это учрежденное в недавнем прошлом общественное движение. Его задача – помочь защитникам Отечества и их семьям, а также поддержать деятелей культуры. Встречу на заседании Чеченского регионального отделения возглавил Николай Бурляев, депутат Государственной Думы России, известный советский и российский кинорежиссер, а также сценарист. Сотрудники Минкульта региона во главе с Айсой Ибрагимовым заслушали речь почетного гостя. В ней он отметил важность самого создания этого фронта и участия в нем субъекта. И все те, кто были, вы видели, что было здесь. Какая обоюдная любовь и благодарность друг другу. И наш кинофорум прошлогодний, 32-й международный кинофорум «Золотой Витязь» здесь, он крепко сломал планы мировой закулисы. Потому что мы именно в Чеченской Республике мы соединили ислам и православие на поле культуры. И мы все понимаем, что Создатель один над нами всеми, что мы идем к Нему разными путями. По словам Николая Петровича, с момента основания Культурный фронт проделал огромную работу по совершенствованию направлений традиций и семейных ценностей. Немалую роль в этом сыграла работа коллег из Чеченской Республики. Что сделано? Да вы знаете, сам факт создания Культурного фронта и отделения Чеченской Республики – это уже наше первое достижение. И отделение Чеченской Республики, она, в общем, оно из первых появилась, и оно показывало пример реальной работы. Что сделали? Ну, во-первых, привезли сюда большой кинофорум. Причем это было все отработано оперативно, быстро, где-то за 1,5 месяца. Во время форума мы провели 7-дневную киношколу нашего кинофорума «Золотой Витязь». И я лично, когда я вручал дипломы, их там было сколько, 30-50, тех, кто у нас участвовал от Чеченской Республики, я увидел столько молодых талантов, нельзя сказать одержимых, потому что это не, так сказать, одержимость, а жажда работать в кинематографе. Режиссер выпустил картину «Лермонтов» в 1986 году, а в октябре текущего состоится повторный прокат этой киноленты. Это, как отметил гость, сделано для того, чтобы показать в первую очередь молодому поколению важность человеческих качеств, таких как честь и достоинство. Министр культуры Чеченской Республики Айса Ибрагимов дал высокую оценку услышанному от лица всех присутствующих. Он заверил, что субъекту есть чем дополнить Культурный фронт России. Слушая вас и анализируя ваше выступление, смотря видеоролики, но у нас есть что рассказать уже о проделанной работе в Чеченской Республике, так как у нас именно работа по патриотическому воспитанию, по нравственному воспитанию, у нас всегда держится на курсе у Луиса Антона, который всегда на своем примере показывает как нужно эту работу проводить. У нас есть концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, который утвержден еще в 2012 году, уже внедрен во все муниципальные районы, все министерства, ведомства, по которым мы уже проводим
сотни тысяч уже мероприятий. Я думаю, что уже за 200 тысяч мероприятий по этому направлению у нас уже проведено. В ходе встречи было проведено голосование по принятию ряда вопросов, касаемых утверждения совершенствования законодательства в сфере культуры и об избрании штаба в Чеченской Республике общероссийского движения по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей. Решение принято единогласно. Гость в беседе с нашей съемочной группой привел пример пользы местного отделения форума. Уже за этот год чеченское отделение Культурного фронта России показало пример, как надо работать. У нас, в общем, все работают. Все 66 отделений от Дальнего Востока, вся Сибирь, Север, Калининград и Кавказ, все работают. Но именно Чеченская Республика успела за вот этот год сделать очень многое для Культурного фронта России. Мы отправили от Чеченской Республики, вы отправили, ваше отделение, 4 гуманитарных конвоя вот в Донецкую Республику. С музыкальными инструментами для школ, с питанием на тысячи людей. Это крайне важно. Эта встреча еще больше сблизила сотрудничество сторон, и теперь это остается только укреплять. Культурный фронт России призван охватить все регионы страны и тем самым вывести это направление на совершенно новый уровень. Реализация будет идти постепенно, а наш субъект, по словам собравшихся участников, окажет для этого самую большую поддержку. Турпал Алита Исумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. Фестиваль «Федерация» продолжает радовать театралов региона и гостей. На этот раз на суд зрителя представили античную постановку аварского театра «Саба Месидо». Это предание 400-летней давности с драматичной развязкой, которая до сих пор жива в народной памяти. Как приняли спектакль зрители в сюжете Аиды Магомаевой. Обмен культурными ценностями – это не просто развлечение, это укрепление национального самопознания, воспитание уважения к другим народам, их традициям и обычаям. Это возможность лучше понять свою страну, расширить кругозор, обогатить свою жизнь новыми знаниями и эмоциями. На протяжении Всероссийского фестиваля «Федерация» местные жители и гости Чеченской Республики могут насладиться разнообразием национальной драматургии народов России и ближнего зарубежья. Я уже 4-й раз на этом фестивале, просто как режиссер, да, как режиссер был в лаборатории режиссерской, а со спектаклем первый раз Аварский театр приехал сюда, мы выиграли какой-то бешеный конкурс, выбрали 13 спектаклей из всей России, поэтому хотелось бы не разочаровать наших братьев чеченцев, наше жюри. Вот, у меня очень много здесь друзей, которые сегодня придут, поэтому вот, хотелось бы на таком позитиве как-то сыграть. На 4-й день фестиваля зрители смогли окунуться в мир дагестанской культуры, посмотрев спектакль «Саба Месидо». Это яркое театральное представление, наполненное самобытными традициями и глубоким смыслом, позволившее зрителям погрузиться в атмосферу дагестанской жизни прошлых веков. Легенды о гордой дочери правителя, передаваемые из поколения в поколение. История, произошедшая около 400 лет назад, обретает новую жизнь на сцене, звуча на архаичном аварском языке. В основе пьесы невиданный позор того времени – любовь дочери правителя к придворному рабу, купленному в качестве прислуги. В жестокий век такой поступок смывался только кровью. Саба, несмотря на уговоры своих родных, не отказывается от своей любви. Героине моей 16-17 лет. Дочь хана, ханская дочка, была засватана за своего же двоюродного брата, но влюбляется в раба-придворника и идет даже на смерть ради любимого. Когда представители разных культур встречаются, рождаются новые идеи, формируются новые связи, возникают новые творческие проекты. Это способствует не только культурному развитию, но и экономическому, социальному, политическому процветанию страны. Аида Магомаева, Мусар Хаджиев, Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.